этап всероссийского форума «Педагоги России» собрал в одном зале ведущих специалистов в сфере дошкольного образования. Более 600 человек говорят о новациях и развитии образования в современном обществе, о психологических навыках и о том, как учить особенных детей. Пожалуй, это лучший обмен опытом, ведь в Ингушетию приехали ведущие специалисты, которые работают в инновационной системе подготовки детей к школе. Все меняется и развивается, поэтому ребятам важно быть готовыми встретить современное общество. Об этом на встрече рассказывает Вероника Пиджакова, директор форума, который проводится в Ингушетии впервые. Отмечает, зачастую дети лучше воспринимают окружающий мир, когда педагоги говорят с ними на одном языке, показывая все детали развития на личных примерах. В нее приехала Феррари, и все в деревне прибежали посмотреть. И вот в деревне все собрались, смотрят на Феррари, а из нее открылся порт в космос. И все местные жители заглядывают в космос и смотрят. А в космосе, представляете, планеты, они ударяются друг от друга, как шары в боулинге. Гостей на форуме приветствует председатель правительства Ингушетии Зелимхан Евлоев. Особое внимание премьер обращает на реализацию национального проекта образования. Как отметил президент страны Владимир Путин, Россия должна войти в десятку стран по качеству дошкольного и общего образования. Ингушетия в этом направлении работает в усиленном темпе. В ближайшие несколько лет в республике предполагается построить 12 школ в городах Назрань, Сунжа, Карбулак, в сельских поселениях Средние Очелуки, Троицкое, Барсуки, Икажево, Инарки, Верхние Очелуки и Яндари. До конца текущего года запланировано строительство 22 дошкольных учреждений. Хотел бы в знак благодарности всему руководству страны и республики получить от вас аплодисменты. Еще одна важная миссия форума – подписание соглашения между Ингушетией и директором форума Вероникой Пиджаковой. Документ открывает возможности школьникам получить еще более качественное образование. Бесплатные онлайн-уроки по изучению английского языка, развития промышленности в России станут доступны педагогам, которые, в свою очередь, передадут знания детям, начиная с детского сада. Торжественный момент. Председатель правительства Ингушетии наградил специалистов форума за их трудовую деятельность, направленную на развитие дошкольного образования. Я хотела отблагодарить всех здесь присутствующих за такой радушный прием, потому что мало кто может похвастаться таким гостеприимством. И я очень рада присутствовать на сегодняшнем мероприятии. Программа Всероссийского форума «Педагоги России» включает в себя обмен профессиональными навыками, реализацию успешных проектов в образовании и повышение квалификации педагогов. В Ингушетии подбору кадров уделяют пристальное внимание. Случайных людей в сфере образования быть не должно. Наша задача поддержать руководство республики тем, что мы наполняем эти школы, эти детские сады содержанием. Содержание – это что? Качество образования, качество дошкольного образования, воспитания. Уверен, что такие форумы именно этому и будут способствовать. Фатима Катиева тоже в числе докладчиков форума. Педагог со стажем всю свою жизнь отдала работе с детьми. Считает, специалисты всегда должны повышать свои навыки, поэтому вместе со своим коллективом Фатима принимает участие в форуме. Я принимаю активное участие на одном из секций, где моя тема будет такова, что инновационные технологии в дошкольном образовательном учреждении. Мы будем обмениваться опытом работы с представителями этого форума, как у нас налажена такая система инновационного характера. Тематические секции, круглые столы и пленарные заседания. Форум носит образовательный характер. Каждый час специалисты будут сменять друг друга. Лекторы подготовили новые проекты и выступают консультантами в мире возможностей. В этом году его тема – это человек будущего. Потому что действительно ведь и перед воспитателем, и перед школьным учителем стоит вопрос в том, что мы должны воспитать человека, который будет жить в том обществе, которого сегодня еще не существует. Потому что мир очень быстро развивается, автоматизируется, цифровые технологии, различные практики, различные какие-то глобальные взаимодействия. И мы должны к этому ребят подготовить. Из детского сада мы должны выпустить ребенка соматически здорового и замотивированного учиться. У детей бывает неконструктивное поведение, агрессивное, протестное, демонстративное поведение, гиперактивные дети бывают. Вот через игры мы налаживаем их, оккультуриваем их способы поведения, делаем их более
общительными, более успешными в своем кругу сверстников. Форум продлится несколько дней. Уже завтра участников ждут пленарные заседания. С докладами выступят участники из нашей республики. Рина Сычоева, Магомед Даскиев. Новости 24.